Конец декабря ушедшего года в Хангаласском Улусе запомнился рядом радостных событий. Открытие врачебной амбулатории в селе Улахан, ввод в эксплуатацию 9-этажного дома в городе Покровске, в село Тумул прибыли 2 новые автомашины, школьный микроавтобус и водовозка. В Верхнем Бестяхе пожарные спасли из пожара 3 людей. И, наконец, 200 детей района получили подарки в рамках акции «Елка добра». В селе Улахан торжественно открыли новую врачебную амбулаторию. Объект был построен в рамках региональной программы модернизации системы здравоохранения и стал поощрением за высокие показатели по вакцинации местного взрослого населения против коронавируса. На строительство нового модульного здания амбулатории были выделены средства в размере 10 миллионов рублей. Еще летом завезли материалы для отсыпки, в октябре заложили фундамент и в декабре ввели в строй. На торжественной церемонии открытия присутствовала зампред правительства Якутии Ольга Балапкина. Новая амбулатория расположилась рядом с прежней. Старое одноэтажное здание 1985 года не отвечало современным требованиям. Еще до пандемии было признано аварийным. У нас амбулатория была не приспособленная. В 1985 году построенный 2-квартирный дом и дали нам селу это здание. Но так как не приспособлено, все равно было неудобство. Немножко прохладно было, темновато. Ну так вот, конечно. Но очень хорошо наши медики и там очень хорошо работали. К слову о хорошей работе. Именно за успешную кампанию по вакцинации от COVID-19 улаханцам построили новое благоустроенное здание площадью более 100 квадратных метров. Кабинетов стало больше. Отдельно есть кабинет для фельдшера, для врача, процедурный кабинет, дневной стационар, прививочный кабинет, кабинет стерилизации и хранения отходов. И комната для персонала отдельно тоже есть. Улаханская амбулатория – это уже 6-й объект здравоохранения, введенный в строй на территории района за последние 2 года. В этот же день в городе Покровске состоялось самое массовое одномоментное вручение ключей от квартир в новом 9-этажном доме. Новоселами под Новый год стали 90 семей участников программы по переселению из ветхого и аварийного жилья и 13 детей-сирот. Супружеская пара Александра и Екатерины Филипповых ждали заселения в новые апартаменты с 2015 года. Именно тогда их дом по улице Строительная, 6 был признан аварийным. Деревянному зданию было более 50 лет и состояло оно из 16 квартир. Ну так, дом, если посмотреть снаружи, он вроде хороший. Стоит на высоком месте, но тем не менее стоит он на сваях, и потому полы очень холодные. Ноги замерзают, нельзя ничего здесь на полу держать, мы вот в обувь выходим, окна промерзают, стены немножко трухлявые, дырявые. К переезду Филипповы начали готовиться чуть ли не за месяц. Летом еще узнали, что им предусмотрена квартира в строящемся 9-этажном доме по улице Комсомольская, 12. Это 2-я по счету высотка в городе Покровске. Днем и ночью собираемся, годами нажитые вещи очень много. Так что как-то их бросать тоже жалко. Вот сейчас вот можете посмотреть, вот на мешках, в коробках все это складывается. И вот наступил день X – вручение ключей в мэрии. Целых 90 комплектов ключей подготовили для выдачи счастливым новоселам. Только получив ключи, Филипповы сразу выехали к себе на новую квартиру. Ой, папка, это кухня, по-моему, да? Не знаю. Ой, какая большая-то. Им достался 7-й этаж, 2-комнатная квартира с потрясающим видом на реку Лену. Вообще. И балкон, смотри. Вид на реку. Да, и на реку нашу. Как красиво, посмотри-ка.
Новый девятиэтажный дом строила компания ТСК+. Начали в марте 2021 года и закончили в декабре 2022. Всего в доме 108 квартир, 1-, 2-, 3-комнатные, площадью от 28 до 60 квадратных метров. Получилось 108-квартирный дом. Внизу магазин, очень удобно, допустим, жильцам спустились с подъезда, сразу зашли в магазин. Ну, шикарно получилось. Все под ключ идет, полностью все, только переезжайте и живите. А газ пока? Газа нету здесь. Центральное отопление, центральное водоснабжение, центральная канализация. Детям-сиротам в этом доме выкупили 13 однокомнатных квартир. Им ключи вручили чуть позднее. Село Тумул Хангаласского улуса под Новый год получило целых 2 новых автомобиля – школьный микроавтобус и водовозную машину. По этому случаю местные жители устроили автопарад. Школьный микроавтобус марки УАЗ выделили в целях обеспечения доступности качественного образования и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений по линии Министерства образования. Помимо тумульцев, новый транспорт для перевозки детей также в конце декабря получили школы сел Иедяй, Красный ручей и Улахан. Второй важный транспорт для села – водовозку жители села Тумул приобрели в рамках программы поддержки местных инициатив. Водовозную технику по программе поддержки местных инициатив в 2022 году мы приобрели в первую очередь для обеспечения пожарной безопасности на территории Наслега, поскольку в нашем населенном пункте отсутствует пожарная часть. Ну и, конечно, для обеспечения технической водой населения. Если в летний период у нас работает летний водопровод, то в зимний период наши жители ежегодно сталкиваются с проблемой водообеспечения. Конечно, мы очень рады. Это событие для нас как предновогоднее чудо. Наконец решена проблема водовозки и транспорта для детей в Наслеге. Огнеборцы села Верхняя Бестя Хангаласского улуса вызволили из пожара 3 человек. Сигнал о пожаре в 4-квартирке поступил в ночь с 27 на 28 декабря. На тушение выехал дежурный караул малочисленной пожарной части Верхнего Бестяха в составе из начальника караула Вячеслава Башлаева и водителя Станислава Драчука. Прибыв по адресу, они увидели, что горит кухня, и незамедлительно приступили к борьбе с огнем. Затем в одной из комнат нашли человека, который сказал, что в доме еще 2. Вячеслав Башлаев, рискуя жизнью, буквально на ощупь сквозь густой едкий дым обнаружил женщину и мужчину в бессознательном состоянии и вытащил из помещения. Я зашел в зал, так как я знал расположение комнат, я раньше по соседству тоже жил. Зашел в зал и сразу же разбил стекло, потому что нечем было дышать. И высунул голову, чтобы подышать. И почувствовал, что вот в ногах у меня люди, человек. Я посветил фонариком вниз и опять никого не увидел, опять высунулся в окошко подышать. Опять подышал, остановился, и опять заглянул и увидел, что лежат 2 человека без сознания. Я тут же позвал водителя, Станислав Драчук Александрович стоял со мной на смене. Позвал водителя, он ко мне прибежал, и мы начали их эвакуировать. Они до сих пор, насколько я знаю, они находятся в больнице. Там женщина была, она отошла, побыстрее ее откачали, она отошла. Парням не могли долго привести, насколько я информацией владею, его долго не могли привести в состояние, только к утру он пришел в себя. Вот только к утру, да. Насколько знаю, до сих пор не находится в больнице. 200 юных жителей Хангаласского улуса одарили подарками в рамках республиканской акции «Елка добра». Нынче хангаласы решили поддержать детей земляков, участников специальной военной операции, поэтому большая часть подарков была предназначена им. Суть акции заключается в том, что на елке вывешиваются открытки с пожеланиями и именами детей, а взрослым нужно выбрать одну или несколько, а затем приобрести подарок попавшемуся ребенку. Нынче в Хангаласском улусе охватили 200 детей со всех населенных пунктов, из них 191 – дети мобилизованных. Добрыми волшебниками выступили 69 организаций и предприятий района. Сегодня мы счастливим 2 детей, получается, из села Актемцы и из 1-го Мальжигарского наслега. Мы подготовили для них портативные колонки. Думаю, они их будут радовать, будут дети развиваться. Они, думаю, им очень пригодятся для танцев, творчества и слушания музыки.
К слову, были обозначены следующие условия для подарков. Желательно не сладкие подарки, а более полезные, например, цифровая техника, спортивный инвентарь, настольные и развивающие игры, книги и так далее. Каждый подарок в пределах от 3 до 5 тысяч рублей. После приобретения подарков участники акции передавали их организаторам, чтобы те, в свою очередь, распределили их среди ребятишек. В городе Покровске презенты получили 38 детей участников спецоперации. Чисто по Покровску подарки выделили Покровский РЭС, Якутцемент, поселка Максвелло, и наша администрация города Покровска. Совместно с Аргытюгюльгете, Дворе спорта и МАО «Городская среда». Сроки раздачи подарков в рамках акции назначили с 25 декабря по 7 января. К концу 2022 года почти все они дошли до своих адресатов. Благодарность за неожиданные презенты некоторые юные хангаласы громко и четко декламировали новогодние стишки. Во дворе у нас стоит снеговик с метелкой, ночью темно сторожит, дом у нас от волка. Некоторые организации, например, хангаласский филиал ГУП ЖКХ, предпочли лично привезти подарки детям, причем детям своих коллег, которые отправились в зону спецоперации. Я не ожидала, но подарки очень хорошие, современные. Сейчас дети со школы придут и увидят, радуются. В общем и целом, акция «Елка добра» прошла в Хангаласском УСе достаточно успешно и обязательно будет поддержана в последующие годы.